Доброе утро всем тем, кто только что настроился на наш канал. В эфире программа «Новый день». Согласитесь, музыка – это величайшее изобретение человечества. И неудивительно, что у такого уникального культурного феномена есть свой праздник – Международный день музыки, который отмечается ежегодно 1 октября. В нашей республике в рамках этой даты пройдет неделя музыки. И более подробно о ней нам расскажет Ольга Харайбатова, руководитель Центра «Музыка для всех» Высшей школы музыки нашей республики. Ольга Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия пройдут в рамках недели музыки? Ну, очень радостно, что в дни празднования нашей республики, да, в дни инаугурации проходят не только политические мероприятия, но и культурные. Значит, 29-го будет у нас конкурс музыкальный республиканский, первый открытый конкурс «Музыкальная семья». И 30-го мы торжественно откроем во Дворце спорта неделю музыки в общеобразовательных школах и учебных заведениях города и республики. Ну, вы упомянули конкурс «Музыкальная семья». Да, расскажите поподробнее, да, кто может в ней участвовать? В общем, этот конкурс прошел в некоторых улусах очень успешно, и мы решили провести республиканский. Но этот конкурс объявили открытым, потому что не только те должны участвовать, которые принимали участие в улусных конкурсах, но и сами желающие. Это для того, чтобы привлечь заинтересованность родительской общественности. Ведь когда дома родители интересуются успехами детей, те дети они обычно хорошо занимаются музыкой. Поэтому у нас записалось более 30 коллективов, вокальные ансамбли, инструментальные ансамбли, и более 100 человек примет участие. В детской школе искусств состоится этот концерт 29-го с 12. А кто будет определять победителей? Победителей определяет, конечно, естественно, жюри под руководством Зинаиды Григорьевны Павловой. Это профессора Высшей школы музыки. Ну, сама неделя стартует, получается, с понедельника 1 числа. Да, но тем не менее мы говорим, вот неделя, на самом-то деле вот 29-го у нас начинается, да, 10-го у нас будет очень большой концерт оркестра народных инструментов с участием оркестра театра, Государственного театра танца. Большой концерт тоже приглашаем. И в течение вот этих месяца пройдут мероприятия. И в школах мы хотим, чтобы звонки школьные поменялись бы на классическую музыку. Да, я слышала, кстати, об этом. И, Ольга Михайловна, конечно, вы как руководитель проекта «Музыка для всех», да, можете уже наверняка подвести итоги. Нынче исполняется 5 лет, да, этому проекту. Пятилетие мы будем праздновать в ноябре, потому что и в следующем году у нас пройдет 3-й международный конгресс с участием международного сообщества музыкального образования. И, значит, мы, ну, какие результаты, да? Наша Аида Филиппова, девочка 7-летняя, стала маленьким щелкунчиком в 18-м телевизионном конкурсе «Щелкунчик». У нас в 33-й конференции ИСМЕ приняли участие 6 учителей. Они показали свой урок. И, в принципе, в Баку это состоялось тоже успех. Мы отчитались о 5-летии Общественной палате Российской Федерации. Мы включены, вот в данный проект включен в стратегию развития, социально-экономического развития Республики Саха до 30-го года с видением до 50-го года. Поэтому, в принципе, взялись, и вышло у нас постановление правительства в 2014 году о реализации данного проекта. Мне кажется, проект идет нормально. Ну, к юбилею хорошие успехи. Да, хорошие успехи. Какие планы? Наша Аида, например, будет играть в ноябре месяце с оркестром Спивакова. Вау! Да, это большое достижение. Выпускники Высшей школы музыки, ну, это профессиональное образование, конечно, они стали тоже членами, работают в оркестрах, других известных оркестров, можно сказать. Ну, действительно, у нас есть чем похвастаться. И можно сказать, что проект «Музыка для всех» реализуется на все 100%. Ну, так нельзя сказать. У нас тоже сложных моментов много. Самая главная наша задача – всеобщую музыкальную грамотность во все общеобразовательные школы. Огромное спасибо вам, Ольга Михайловна, за позитивную новость. Я вас поздравляю с наступающим Днем музыки, который будет 1 октября.